Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Заранее всем огромное спасибо за ваши добрые, полезные, нужные для меня комментарии. Мои милые, ваши комментарии — это обратная связь. Ведь благодаря только вашим комментариям я могу понимать, насколько мое видео вам понравилось, насколько оно было полезным и насколько вам нужна моя работа. И, конечно же, огромное спасибо за ваши лайки. Ваши лайки — это все. Это первый показатель того, что мое видео было сделано не зря. Огромное спасибо всем тем, кто делает донаты моему каналу. Благодаря вам, мои милые, мой канал развивается. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Перемены у вашего порога. Когда, как и в чем? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Перемены у моего порога. Когда случатся, в чем случатся и как это все произойдет. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие перемены у вашего порога, в чем, когда и как они произойдут. Так. Ну, очень много троечки пошли. 3 периода времени. 3 недели, 3 месяца. Вот так вот, мои дорогие. А у кого-то, кстати, перемены начнутся и через 3 часа. Вот с момента просмотра этого видео. Во-первых, перемены будут главным образом связаны с вами, с вашей мудростью, с вашим опытом, с вашим самовыражением. Да, тут и самовыражение, и реализация идет, и рост над собой. Понимаете, вот прям во всех смыслах слова захочется жить, любить, не знаю, там танцевать, праздновать, быть красивой, быть желанной, быть, не знаю, знаменитой, важной. То есть вот у человека просыпается желание идти вперед. Это, не знаю, зов крови, это призыв высших сил. То есть вы выходите из какого-то состояния сна, из состояния беспокойствия, из состояния каких-то лишений, не знаю. То есть человек явно переживал, явно страдал, и теперь вот очнулись вы от этого страшного сна, хочется идти вперед, хочется блистать, хочется счастья. Здесь у вас 2 головы змеи с вытянутыми языками. Это мудрость, это знание, это, смотрите, как возможность себя реализовать во всех смыслах слова. Да? У кого-то будет момент учебы, да, вот какой-то неожиданный момент, что вам придется там подучиться, научиться, и это будет для вас очень полезно. У кого-то вам предстоит блеснуть на работе всем своим опытом, всеми своими знаниями и, не знаю, там интуицией, смекалкой, усердием. То есть вы будете себя показывать, слушать со стороны. Здесь 2 головы, и они идут в одно общее сердце. Для меня это знак прям достижения и большого успеха, который вас ждет. То есть не зря вы там учились, работали, набирались опыта. Это все было не зря. Придет время, буквально, вот я вам сказала, да, по троечке 3 периода времени пройдет, и вы блеснете. Блеснете так, что там все ваши враги послепнут. Вот такой у вас будет происходить момент. Еще я вижу здесь именно соединение нескольких людей в паре, в браке, в семью, совместное проживание. То есть под разными, да, под разными соусами вы будете соединяться. Даже там, если вы там были в ссоре, да, вы жили в разных городах. То есть здесь люди съезжаются, объединяются, женятся, живут вместе, понимаете, 2 человека под одной крышей. Причем эта крыша звездой увенчана. То есть от этого союза обязательно родятся детки у вас, понимаете, будет потомство от этого союза. И этот союз, либо он будет венчанный, либо этот союз, вот он, ну, понимаете, высшие силы его благословляют. Вот такой момент происходит. Вот я хочу вам еще сказать, кто в треугольнике долго находился, кто находился в треугольнике. Здесь вас
вас выбирают. Вот смотрите, треугольник мог быть какой угодно, да? Но я вот говорю в целом для человека, который именно зашел на мое гадание. В треугольнике выбирают вас. Вас выбирают. А вам этот человек уже не нужен. Понимаете, вот такой момент происходит. Почему не нужен? Да потому что у вас другой появляется. Другой, который действительно дает вам все. Небо в алмазах. Понимаете, вот такой момент идет. Я не знаю, тут соединение двух людей в пару, причем соединение конкретное. Вот не знаю, как эта божественная сила вас соединяет. Это не просто так. Здесь знакомство, здесь встреча. Ну, как по судьбе, не по судьбе, не знаю. Это ваш человек, это ваша половиночка, это ваш партнер. Партнер, причем и по судьбе, и кармический, и там, не знаю, там близнецы вы душевные, да, пламенные близнецы, вот какие хотите. Это ваш человек, этот человек вас нашел, этот человек с вами соединился, потому что искал вас очень долго, и вы искали этого человека, может быть, даже годами искали. Вот даже были рядом с вами люди, да, был у вас, может быть, даже муж, там, не знаю, сожитель, там, любимый человек, и вы всегда чувствовали, что что-то не то, не так, это не мое. И вот вас соединяют именно с тем, кто стопроцентное попадание, да, вот попадание — это ваш человек. Вот такой момент происходит. Момент наивысшего счастья. Соединение двух сердец, двух душ. Вот, не знаю, это венец всему, да, венец вашей жизни. С этим человеком вы будете выстраивать свои отношения, выстраивать, конечно, ну, всякое будет, да, и будут и трудности, и проблемы, и наоборот много радости и страсти. То есть все будет в вашей жизни. Но то, что вы люди, принадлежащие друг другу, это 100%. А у кого-то именно такой момент произойдет именно в дружбе. Да? Не удивляйтесь, потому что друзья могут быть тоже вот нашими ангелами, нашими половинками. Тут просто я вижу очень сильную связь между людьми. То есть как бы две души объединяются в одну. Две души. Здесь, кстати, может быть еще момент создания чего-то, когда два человека объединяются для создания, например, не только новой жизни, да, новой семьи и там брачных отношений, но и создания крепкой дружбы, может быть, совместного бизнеса, какого-то совместного проекта, с какого-то совместного дела. То есть вот этот момент у вас очень четко идет. Вот от этого союза очень много полезного родится, да, полезных идей, мыслей, дел. Вот очень много идет энергии, которая такая удачливая, привлекает. И вы друг друга как-то идеально дополняете, да, например, вы прекрасный управленец, а ваш человек, он там прекрасный мастер, да, то есть вы вместе можете там империю целую создать. Вот такой момент происходит. Дети будут просто какие-то невероятные, вот, которые родятся в этом браке. Какие-то вот прям необычные, очень судьбы у них будут такие, знаете, звездные, я бы даже сказала, да, вот какие-то, ну, знаменитые люди. Знаменитыми же можно быть не только там в медиа, да, секторе, но можно быть там политиком знаменитым, можно быть, не знаю, знаменитым врачом. То есть какой-то вот, знаете, знаковость, звезда, понимаете? Над вашим союзом звезда, и ваши дети, они понесут эту звезду дальше по жизни. Так. Как это все у вас произойдет? Но вас столкнут, высшие силы вас здесь сталкивают при... Тут разные могут быть обстоятельства, но то, что едино, это то, что будет момент столкновения, да? Неожиданное столкновение. Возможно, вас даже там через третьих лиц познакомят, да, сведут. Возможно, вы куда-то пойдете и там столкнетесь. Но это не то, что у вас там прекрасный принц дома найдет, да? То есть это вот именно где-то либо на улице, либо где-то вот в каких-то вот местах, публичных местах. Вот там у вас будет столкновение. Кстати, может, у кого-то скоро праздник будет, и вот, ой, да, вот видите, как я говорю, и прям мне карандаш выпал. На этом празднике у вас и будет эта встреча. Да, он мне указал на стол и на то, что вот человек что-то несет, подарок какой-то несет. Да, какой-то праздник. Если у вас будет праздник, вас куда-то пригласят на праздник, вот там будет встреча. Обязательно там будет встреча. Да, и вот смотрите, дары вы будете получать. Здесь у вас идут именно дары.
кто-то принесет вам какой-то дар бесценный. Почему-то вы не реагируете на это правильно. Почему-то вам кажется, что это какая-то неважная вещь, ненужная, не полезная. А потом по факту окажется, что это просто какой-то гениальный подарок. Кстати, может быть очень дорогой. Вот ценность этого подарка, она там со временем как-то вырастет, либо вы поймете, что подарок ценный, либо там, знаете, что-то подарок в подарке, вот какой-то такой момент будет. Не обижайте того, кто подарит. Не обижайте, потому что этот человек еще может вам очень много чего в жизни дать. А если вы обидите, то вы как будто бы эту дверь можете закрыть. Так что, мои милые, вот тут меч, да, не рубите этим мечом, не нужно этого делать. Да, кстати, у кого-то вот я вижу в жизни возвращение любимого человека, как любимого, дорогого, может там сын вернется, да, из армии, да, из командировки, там откуда. У кого-то муж, да, там вернется, у кого-то какой-нибудь там близкий человек, да, вдруг найдется. То есть какое-то возвращение и примирение идет. Вот прям мир в душе у вас от этой ситуации происходит. Это замечательно. Это, кстати, у вас будет через 5 периодов времени. 5, пятерочка идет, 5 периодов времени у вас такая ситуация. 5 периодов — это 5 недель, 5 месяцев, такой срок. Так, еще, смотрите, у вашего порога есть человек, который очень сильно нуждается в вас, который либо слаб, либо болен. Вот, и этот человек будет просить у вас помощи. Ну, а что делать вам? Решайте, конечно, каждый сам по себе, потому что у каждого своя ситуация. И я, в принципе, вижу, что вы не откажете в помощи, не откажете, но только будьте готовы, что если этот человек, скажем так, нездоров, то он может вас заразить. Вот вы простите, но я не сахарный предсказатель, поэтому я говорю то, что я вижу. Я вижу, что у вашего порога может быть вот такая вот, скажем так, неприятность, да, назовем ее неприятностью. Вот, так что я вас предупредила, каждый решайте для себя, потому что как будто бы этому человеку не у кого больше помощи попросить, да, либо вы, либо никто. Вот, а вы уже там решаете. Я не вижу, что там какие-то пагубные, там страшные события произойдут после этого. Да, поболеете, неприятно будет, но потом все наладится. А то, что вы поможете этому человеку, человек никогда не забудет. Никогда не забудет и отблагодарит вас много-много раз. Вот такой момент я вижу. Так, смотрите, кто страдал от неразделенной любви, кто страдал от переживаний, что, мол, меня не любят, вот как будто бы неразделенная любовь, да, как будто бы вы кого-то любили, а вас нет. Вам придет весточка от этого человека, весточка человека, которая все поменяет в вашей жизни. У вас после этой весточки как будто бы и любви-то никогда не было, да, то вы страдали, убивались, что вот я не могу без него, или там без нее, постоянно об этом думаю, там я там какими-то там прочными нитями кармическими там привязан к этому человеку. Вот после весточки вот все оборвется. Все оборвется, как и не было. Знаете, вот такой момент происходит. Вы перестанете сохнуть и чахнуть по этому человеку. Вот такое происходит. Освобождение от какой-то вот прям, я, извините за слово, и простите, пожалуйста, да, вот как будто бы надуманная, тяжелая любовь, влюбленность идет. Вы от нее освободитесь. Так. Здесь какой-то момент змеи. Змея ползает вокруг вас. Вы знаете, как будто уже по ногам вам пошла виться. Вот змея идет. Хитрая женщина, ей что-то от вас надо, что-то она хочет ваше, чем-то вашим хочет обладать. Возможно, вашим мужем, возможно, вашим любимым человеком, возможно, какими-то вашими вещами, возможно, вашей удачей, возможно, вашим счастьем. То есть она воровка. Воровка, причем такая подлая. Это именно та серия, когда люди говорят: ой, пригрела змею на шее, вот на груди, да, вот она ходит, она прям такая, что-то, не знаю, много вам говорит, прям в уши вам заливает какие-то сладкие речи, в подружки набивается, прям, не знаю, там что-то вам и переносит, и дарит, и дает. Вот блокируйте, потому что она заберет у вас, заберет удачу, может, крадуна может вам дать. Она сама по себе черная, да, натура у нее черная, глаз черный, так она еще может и магичить, да, ради, там, не знаю, удовольствия, ради там
каких-то своих, да, моментов, да, она не человек, который вот целенаправленно вредит, да, а человек как будто бы все это в удовольствие себе делает. Так что, мои дорогие, берегитесь, берегитесь и ничего, ну, скажем так, не пейте, не ешьте от нее и ничего не берите. Под любыми предлогами отказывайтесь. Вот это будет правильно, вот это будет хорошо. Так, а еще я вижу, что вам передадут какой-то подарок. Подарок, но тут даже не подарок, может быть, это еда какая-то, может быть, какие-то ресурсы, продукты. То есть откуда-то вам идет какой-то большой подарок, подарок, может даже и подарок, но это вот как мешок какой-то, да, либо коробка, и в ней вот еда какая-то, может быть, родственники вам передадут откуда-то какие-то вкусняшки. Или почему-то кажется, что вы не доедаете, либо вы там голодаете, либо вы бедствуете, и вам прям какую-то гуманитарную помощь передают. Знаете, очень приятно будет, потому что оно неожиданно и приятно, что о вас помнят, о вас заботятся. Вы прям, знаете, как почувствуете себя очень важным и нужным человеком. Это замечательно. И почему-то вот идет люди, там будет от нескольких людей, понимаете, не один человек передает, а как будто бы несколько. Вот от одного человека это ожиданно, да, например, там мама вам из деревни что-то пришлет, а от другого человека будет очень приятно, потому что вы, ну, как бы думаете, что вы не настолько там близки, что вам вот такие вот дают дары. Вот, мои дорогие. Так что встречайте, скоро вам придет посылочка с вкусняшками. Вот так вот, мои милые. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.